Все, пишем, поехали. Звук пишется. Раз, Тагмат. Раз. Так, начинаем позориться. Первый раз слышу. Я помню молотки, мне нравится лупить молотком. Выгнали или ушел? И то, и другое. А мне говорили, что геометрия пригодится. Становление. Первый малухатцу. Да? Все верно. Я крут. Как я не люблю этот вопрос. Следующий вопрос. Да, пожалуйста. Да, Вики, задах вас вопрос. Сумгаться, айдел, да. Алел сейчас долго считать, ну его нахуй. А у нас будет что-то типа ОБ, да? Вообще молодец. Красавчик. Что-то с ним слишком скучно бывает. Спасибо тебе, друг. Долгих лет тебе. Посмотрел, увидел, что мешает, Да, и поехал в таком же еще темпе дальше. Айдел получилось. Не поймут нас. наш юмор. Иначе это может быть последним выпуском. Ассаламу алейкум, всем доброго здравия. Сегодня мы находимся на Аллее Победы города Назрань. Проводим съемки очередного эпизода. Посмотрим, как сегодня будут отвечать на мои вопросы новые участники. Всем приятного просмотра. Сколько тебе лет? Мне 27 лет. Как тебя зовут? Акромат. Мне 37 лет. И как тебя зовут? Меня зовут Юсуф. Юсуф. Аушу Магомед, 25 лет. Меня зовут Ислам, мне 29 лет. 29 лет. Зовут Адам, 26 лет. Михаил, 36. Чем занимаешься? Обычно я, с другой стороны, это объектива. Сегодня у нас Микаэл решил поучаствовать. Как у тебя с географией? Хороший вопрос, надо у моего преподавателя. Ну, давай мы его проверим сразу. Где находится город Юрмала? Юрмала. Первый раз слышу. Юрмала в Украине. Близко, но нет. На планете Земля. Это еще не однозначно правильно. А если более конкретно, хотя бы части света давай так. Части света, в смысле Ну. север, запад, юг, восток. Нет, континенты. Европа, Африка. Я думаю, Америка. Европа. Точную страну не скажу, но это Европа, и это что-то дальше Украины, где-то Прибалтика, где-то в той стороне. Юрмала, Литва, по-моему. Подсказывают мне, что нет. Да? Где находится и в какой стране? Там какое-то время, длительное время КВН проводился. Смотрел КВН? Ну, Какое-то вообще время не очень- ко мне. Я проще по комедии. Кого я смотрел, но про город первый раз слышу. Прибалтика это. Одна из стран Прибалтики. Юрмала. Наугад можешь какую-нибудь назвать? С первой попытки. Страну Угадаешь я какую? точно не вспомню сейчас. Ну, наугад. Не знаю, Литва, Латвия, что-нибудь такое. А если одно? Пускай будет Литва. А если другое? Латвия. Юрмала, по-моему, в Латвии. Это Прибалтика. Все правильно. И Литва, Латвия или Эстония? Латвия, Юрмала. И Все правильно, все правильно. Латвия, да. Юрмала. Не знаю, это где-то Латвия, Литва. Латвия. В чем суть игры в керлинг? Керлинг, как это объяснить? Керлинг. Забивать шарики. Как и везде, закатать мяч в лузу. Ну там не мячи же. Ну, что-то похожее на мяч. Как это выглядит? Помнишь ты, как Как выглядит бейсбольный мяч, ну что-то покрупнее. игра? Видите, вот здесь шары. Шарик. Где толкают шары? Толкают. По льду. Ага, все. А швабра, Варденди. Я не... Вот в чем ее суть? Закатывать шар в центр и выбивать чужие шары. Я помню молотки, мне нравится лупить молотком. Керлинг ты не смотрел? Где-то в фильмах видел, как-то мелькало. Для меня это больше такая аристократическая игра, не мое. Зимний или летний вид спорта? Летний, разумеется. Я тебе прикол недавно кидал. Я тебе мем кидал. Керлинг, это там, короче, вот эту круглую штуку по льду толкают и типа швабрами перед ней лед трут. Просто по приколу, да? В том, чтобы
камень как можно ближе оказался к заданной точке, по-моему, так. Там кидается шайба, Так. ну, круглая штука. Ну, камень. Да. Нужно, чтобы это... Есть такое поле, ну, круглое поле. Центр, да. Нужно, чтобы эта шайба попала именно вот в этот центр. Короче, Они расчищают путь, ну, то есть они контролируют путь вот этой шайбы. Я не знаю, как эта штука называется, ну, камень. камень, да. Камень. Контролируют и побеждает тот, у кого по центру она окажется. Ближе к центру. Да. Что за шар? Ну, вот эти, которые они... Камень. Камень. Зимний вид спорта или летний? Зимний. Или весенний? Зимний. А вот эти перед камнем, которые со шваброй постоянно ходят, они Чтобы- что делают? Я так понял, чтобы он доскользил до определенного момента. Я так понял, так. Я, честно говоря, не знаю. Ну, в целом правильно ты ответил, Да? потому что дополнительный вопрос был. Нет, ее до круга, до центра круга должны довести. И типа выбить, по-моему, соперника, что ли, что-то такое. Все правильно. Переведи слово «погода» на ингушский язык. Следующий вопрос. Сегодня хорошая погода для съемок. Ну, думаю, да. Хазадим. Хазат. Хазадим? Я Хазат, погода. Хазат, да. Переведи слово «погода» на ингушский язык. Погода? Погода. Так, ламет, мы что думаем? Хоз. Фивай, да. Подсказка такая. Это слово состоит из двух слов, переводится дословно как «время становления». Так, по-моему, это словосочетание, но я сейчас точно не вспомню, какое. То есть там два слова. Слово образуется из двух слов. Оба эти слова, если переводить дословно, переводятся как «время» и «становление». Вот соединив два этих слова, получается погода на ингушском языке. Время, становление. Время, Ха. становление, Отр. Хосхаотр. хаоттам. Хаот. Надо запомнить. Вот, да? Все правильно, все правильно. Хаоттам. Время, становление, погода. Да. Подожди. Фахтом? Хоттам спрашивает. Нет. Да, что сам будет. Короче, недавно Время проходил, становления. Да. Время становления. Хаваттер. Окончание неправильно. Хаваттом. Хаоттам. Хаот. Хаоттер, дит. Хаоттам. Оттом. Хаоттер. Еще. Погода. Правильно. Хаоттем. Хаоттам. Хаоттам. Да? Все верно. Я крут. С ингушским языком, как у тебя? Ну, Арабский что- ты сказал, ты Я- Да, да. учишь, а с ингушским языком как? Ингушский тоже, но я ингушский даже больше слов знаю, чем на арабском. Ну давай я задам этот вопрос. Если Да. не знаешь ответа, я его заменю немного на другой. Да, Как на ингушском будет слово погода? Как переводится? не Погода. знаю. А на английском? Weather. Будем считать, что ты правильно ответил на этот вопрос. Окей, отлично. Вот здесь, особенно летом, Я тебе не завидую вообще. да, по ночам жесть, конечно. Не завидую. Вот если это в выпуск попадет, вот ребята, которые вот так вот ездят, здесь газуют, намаз мешают делать, разговаривают по телефону мешают, даже иногда мысли своих не слышно, из-за того, что они вот так вот начинают газовать здесь. Ну, я лично периодически там в кафешке, где когда сижу, Мгм. это дико мешает на самом Да, деле. да. Это если даже в кафешке, где там шумно, знаешь, люди общаются и так далее, а если ты на квартире находишься, где тишина, А там это и еще, вовсе. ну, дети же еще. Ну, такой посыл небольшой. Да, Учтите, да. что вы очень сильно мешаете жильцам. Сколько звезд на погонах у старшего лейтенанта? Вот известный старший лейтенант. По-моему, 4. Самое интересное, у меня старший брат был старшим лейтенантом. Я даже не знаю. С ума сходит. Этого Можешь я не хулитваться? знаю. А Янр хулитвается. Я не военный, не служивый, поэтому не знаю. Ну, давай гадать. Давай 3 попытки. Сколько может быть? Так, я думаю, 2 звезды. Чуть больше. 3 звезды, да? Все правильно. Старшего лейтенанта. Да. То есть идет младший лейтенант, лейтенант и старший. Все правильно. Старший маляр, да? Старший лейтенант. Сако. Мек был. Не сяла. Я 3 маленьких, Все верно. большие полковник. Как я не люблю этот вопрос. 3? Правильно. Старший лейтенант 3. 3. Да. Большие и маленькие.
Маленькие 3. А большие бывают? 3 большие. У кого? У Вообще? кого-нибудь? Вообще, да. Да, бывает. Полковник. У полковника. Да. Чему равен квадрат гипотенузы? Квадрат гипотенузы. Мгм. Это я точно не знаю. У меня Гипотенуза знаю. вообще в треугольнике, в четырехугольнике. Гипотенуза, я думаю, в треугольнике. Айдел, да. Айдел, Вики, знадах вас вопрос. Сумгаться, Айдел, да. Геометрия, вообще хаваса. Чему... Мы отвечать не делаем. Да, Цасок? Ладно. Опа. А мне говорили, что геометрия пригодится. Квадрат у катета. Почти. Мария Александровна меня Но уроет. есть 2 катета. Ты говоришь квадрату катетов. Что с этими катетами нужно сделать? Может, умножить, вычесть? Не Сложить. помню. Математика, география не мое. Что-то связано. Ну, ты почти правильно ответил. Просто нужно между этими 2 катетами поставить знак плюс, минус, умножить, разделить. Как ты думаешь? Еще раз вопрос. Чему равен квадрат гипотенузы? Треугольники 3 стороны, правильно? Треугольник. Да, Одна это гипотенуза, Ну. а остальные 2 имеют одно название. Что это за название? да. Я даже не знаю. Не будем гадать, да? Равен сумме квадратов катета. А помню это Сходу. только, Сходу, брыча. только из КВН, из команды из Абхазии, которые этот ответ пропели. Сумме квадратов катетов. Так, раз ты так быстро ответил, допустим, гипотенуза равняется... Сложно будет сейчас сочинять этот пример, по-моему. Фраза, то, что у меня отпечаталось в уме, сумме квадрата катетов, по-моему. Квадратов, катетов. Да. Да. Ну, вот, да. Два катета и одна гипотенуза. Я просто не помню, что это значит, но я просто помню фразу. Квадрат гипотенузы равен углу двух катетов. Умножить? Почти. Прибавить. Сумме квадратов катетов. Я не знаю. Ну, это геометрия. Я знаю геометрию, но я не увлекаюсь. Ну, следующий Я не вопрос. Хай помню. хочешь, следующий вопрос, Алишмия. Следующий вопрос. Все, следующий вопрос. Ну, наверное, тогда ты запомнил, что такое биссектриса. Да, это крыса, которая бегает по углам. Вот. А что она Делит делает в реальном времени? Пополам В реально я делит не его. знаю. Как называется слово, которое образовано путем сокращения других нескольких слов? Вот, допустим, Министерство образования. Мы говорим Минобр. Ну, Вот как это называется? Сокращение вот это как называется? Акроним? Нет. Вот имеется в виду следующее. Например, ну вот КПД. Коэффициент полезного Здесь- действия. ну, это сокра- акроним. Правильно, первая буква. Вот как это Коротко. слово называется в русском языке, когда оно образовано из сокращения разных слов? Сокращенно образованный. Ну, правильно, в принципе. Акроним — это, допустим, тот же ЛКН, лицо кавказской Мгм. национальности, насколько мне известно. Ну, либо, как же это слово было? Есть еще одно слово. Сейчас. Сокращение. Расшифруй. Вот говорят, Да, ну, когда есть сокращение, акроним. расшифруй. Я Не это совсем. не помню. С моих знаний акроним это. На букву А. Вторая Б. Аббревиатура. Аббревиатура. Как пишется это слово? Аббревиатура. Правильно, молодец. расшифровку, как называется? Ну, Аббревиатура. все правильно. А как пишется слово аббревиатура? Через 2 буквы. Б, наверное. Аббревиатура. Как пишется правильно? Подожди. Аббревиатура. Сколько Б? Одна. Неправильно. 2. 2. Аббревиатура. Аббревиатура. Да. Как пишется это слово? В смысле? Ну, написание. Какая буква за какой следует? А, Б, дальше. Аббревиатура. Следующий вопрос. Да, пожалуйста. Типа несколько слов и по первой букве то, что берут, это Да. аббревиатура? А как пишется правильно? Аббревиатура. Всё верно. Аббревиатура, короче, что-то такое. Аббревиатура. Но через 2 Б точно. Да. Какой цвет получится, если смешать красный с синим?
Ты вопросы под меня делал? Под всех. Так, какой? Красный с синим. Темно. Или белый, или коричневый. Ну, одно из них. Красный, синий, мягко. Красный с синим. Белый большой. Я красный, синим молчи. Синий с красным. Желтый? Я бы, наверное, тоже так ответил, если бы я отвечал. Я не знал ответ Больше на ничего этот... не приходит. на Я ум. не знал ответ на этот вопрос до момента составления этого вопроса, потому что я чуть ли не дальтоник. Я дальтоник, я не знаю ответа Синим. на такие вопросы. Серьезно? например. Ну, не то чтобы дальтоник, так А, образно говоря. Я вообще не Ага. различаю. я думал, реально дальтоник. Фиолетовый, возможно, какой-то оттенок фиолетового, но фиолетовый. Фиолетовый, все верно. Можно. Сиреневый, фиолетовый. Правильно, правильно. Я, Ну, например, это этого логично. не знал до Это момента логично. составления. У меня вообще плохо с цветами, я чуть ли не Желтый, дальтоник. синий, зеленый. Знал? Правильно, красавчик. Фиолетовый. Правильно. Еще есть вариант? Так. Фиолетовый, может быть. Все правильно. Фиолетовый. Почему все так сходу отвечают на вопрос? Я лично не знал Да. до момента составления Ну, этого вопроса. Ну, Да, я- чуть-чуть теряешь, конечно, в Я в цветах. типографии проработал 7 лет, поэтому не знаю. Блин, ты много где успел. Да, Коричневый. Темно-коричневый. Нет? Ну, близко, но фиолет. Фиолетовый. да? Фиолетовый. У тебя высокий IQ. Что это такое? IQ уровень интеллектуального развития человека. Ну, Я так бы охарактеризовал. коэффициент. Да, Коэффициент да. интеллекта. Все правильно. IQ, коэффициент интеллекта. Все правильно. IQ. Единица измерения интеллекта. Ну да, в принципе. Коэффициент. 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 Коэфициент. Да. Коэффициент интеллекта. Коэффициент. Он может быть высокий, он может быть низкий. Было бы круто, если бы у меня он был высокий, но у меня не высокий IQ. А вообще IQ это уровень интеллекта. Ну, Уровень коэффициент. да. Все верно. Есть IQ, есть AQ. IQ это коэффициент интеллекта, AQ это коэффициент эмоциональности. Вообще молодец. Красавчик. Сколько километров в длине футбольного поля, если эта длина равняется 100 метров? 100 метров, да? Да. И сколько будет в километре из таких полей, да? Сколько километров Ну. в этих 100 метрах? Вот если так коротко. Я так понял, что там не большое на маленькое надо делить, я поэтому меня это сбило. Все правильно, большое на маленькое надо делить. Ну тогда 10. Если большое на маленькое, тогда 10. 1000 разделить на 100. Прошу прощения, наоборот. Вот. 100 надо разделить на 1000. Вот, Маленькое на большое. меня поэтому и смутило, сколько там, сколько полей, потому что это наоборот получается. Ну, грубо говоря, сколько полей входит в 1 километр? В длину равную километру. Вот Еще раз. длина футбольного поля 100 метров. Ага. Сколько это в километрах? 1/10. Правильно. Сколько большего в меньшем, Все, я понял. надо сделать 0,1. 0,1 получается. Правильно, Это же правильно. десятая часть Все правильно. 100 метров Отлично. от километра. Если длина футбольного поля равняется 100 метров. 1/10. 1/10. 100 разделить на 1000, ну, я не соображаю. 0,1. Ну да. 0,1. 1/10. Мгм. Так, сколько километров в длине футбольного поля? Длина футбольного поля сколько метров, знаешь? Ну, как на правило, скидку метров 100, я не знаю, я не измерял. Ну, они бывают чуть больше, чуть меньше, но в среднем возьмем для этого вопроса 100. 100 метров. Ага. Сколько километров? 1/10 километра. Все правильно. Километр. 100 метров, у нас километр, я. Там даже километр там учиться, чем Я с Баганси 0, сколько? 0,1, наверное. Все правильно, все правильно. Торвай ди сарди. Сиги худош, хатвахтус. 0,1 волци. 0,1, все правильно. 0,1. Мы с тобой двигаемся дальше. Кто и в каком году крестил Русь? Вообще, Ольга, по-моему, в 861.
Это было в каком-то, не знаю, Это было, по-моему, в 7 классе. Или, может, даже раньше. В 6, наверное. да, я уже подзабыл. Ну, хорошо, в каком веке примерно? Ну, век это, я думаю, в годах 800 или 900, нет? 900-й. Да? Ближе к Ну, концу. примерно я так думаю, просто точную дату я не помню. Не помню. Что-то, по-моему, там Долгорукий, что ли, что-то такое. Я не Ну, помню. Долгорукий. Это Или- больше к Москве. Да? Значит, короче, идем дальше, это я не помню. Князь Владимир Мутфор. Вот. Князь А Владимир. в каком вот, году? Ну, князь Владимир. Все верно, Да, просто я 988. помню, там Ольга потом началась, еще что такое. Ну, смутно. Короче, не Да. факт, что это вообще Тень- соответствует тень- действительности, да? Тень на плетень, да, да. Нашего бессменного Князь Владимир, Все правильно. я же говорю, что-то помню. На подсознательном уровне все вспоминается. 988. Князь Владимир? Князь Владимир. Что-то с ним слишком скучно, по-моему. Это было 1000... Меньше. А, да, стар. 10 век. Ну, 800... Правильно. Все верно. Никол, Ваня, Радвига. Вот хотя бы какое-то веселье началось. Имя действующего президента. Действующий президента чего? Мамут Алия. Действующего президента России. Такое же имя. Имя? Князь Владимир. Владимир. Князь Владимир. Да, А, 988 всё. год. Я вряд ли это запомню надолго, но да. Мамут Али Кристи. Это было бы сильно. Надо будет вырезать. Мамут Али и Кристина не сочетается. Да. Не поймут наш юмор. Иначе это может быть последним выпуском. Ну, последний вряд ли, я думаю, он приколится с этого, но люди не поймут. На самом деле, я считаю, что ответ на этот вопрос нужно знать только для того, чтобы отвечать вот в таких ситуациях. Нет, даже Где дело это не в еще этом. понадобится. Я историю России не изучал, я изучал в основном историю Казахстана и древнюю историю Рима. А, то есть ты учился в Казахстане? Я же жил и вырос там. А, Отсюда и знание русского языка. Все, я понял. Ну, давай я отвечу тебе, что это был 988 год. А кто? Владимир Святославович. Блин. Владимир Святославович был такой. Да? Как образуется облако? Облако это... Своими словами это. Нет, понятно. О, подожди, ща это... Так, От испарения воды под разницей давления. Не совсем. Облако путем испарения Море Би. М. Там поднимается пар. За счет пара образуется облако. Дождевое Ну, облако. в там. целом правильно, но не только море. из-за скопления испарившихся воды, вода поднимается, то есть Ну, окружающий мир, не вода же поднимается. Вода. пар. Так. То есть пар поднимается и с какой-то вот этой, как её, Это смешение. Смешение чего с чем? Смешение воздуха с водой. Ну, а как? Или еще с чем-то, я не знаю. просто. Разных потоков воздуха, А, теплый с вот. холодным. А, ну в этом плане, да. смещения. Ну, элементарно, пар изо рта образуется путем выдыхания, и что пар и смешивается? кислород, может быть. Или А, озон. Это смешение потоков воздуха, А, да? теплый и холодный. Ага, все, понял. Вот. Буду знать дальнейшее. как называется? Ну, зимой у тебя пар изо рта идет. И почему? Разница в температурах Ну, Конденсат. смешение потоков воздуха воздуха. Теплый с... с холодным. Все правильно. Вода под нагревом образуется в пар, поднимается, и там ну, из-за холодных этих ветров кристаллизуется, как бы этот, ну, так образуется. Ну, пока самый емкий ответ. Да. А, Образуются небольшие кристаллики льда. Это смесь горячего и холодного воздуха. Правильно? Правильно? Но я знаю, что когда говорят кому-то, ты такое легкое, как облачко, облачко весит почти 700 тонн в среднем.
А вот этого я не знал. Да, в Но среднем. объяснение правильно. Все верно. Как переводится слово «буро» на русский язык? Буро переводится как Владикавказ. Мы называем этот город Буро, да. Но этому слову есть... Есть другое значение, да? Значение. Буро Мгм. на русский язык, да? Да. Да, это Владикавказ. А само значение этого слова? Буро, буро. Так. Какие-то подсказки будут? Не знал откуда. Какой город мы называем Буро? Владикавказ. Все верно. Вот у нас... Бурок. Еще у нас есть Бурок. населенный пункт Бурок-Али. А, Вот Буро Владикавказ и Бурок-Али Барсуки, их связывает вот эта вещь. Эта вещь есть перевод слова Буро. Называется нынешний или который раньше? Оно всегда было одним значением. Буро? Мгм. Орджоникидзевская. Сейчас Владикавказ. Но мы называем город Владикавказ Буро. Да. А само слово Буро какое значение имеет? Как оно переводится на русский язык? Вообще не знаю. Бурок-Али. Ну, понятное дело. Под Буро переводится, да, Да, на да. русский язык? Буруков. М. Я Сейчас? понял. Я понял, да. Я не уверен, правильно ли это, но логически, если рассудить, Буро и Буруков, Буро там была крепость Владикавказ, здесь крепость Назрань. Буруков это населенный пункт под крепостью, я так понимаю, тогда это крепость. Вот и там, типа Это- холм, это- вышка, возвышение. не совсем. Это постройка, Мгм. крепость. Ага, крепость. Крепости Вала и Эрсимет. Да. Крепости Вусо. Бурок-Али Вусо. Ага. Вот. Крепость. Крепость. Да. Во Владикавказе была крепость. И у нас. В Барсуках есть крепость. А. Буро это крепость. Все, понял. Под чем? Под чем? Вот вопрос. Что там наверху находится? Больница окружена ею. Сегодня. Крепость. Крепость. Буро это крепость. Крепость, которая Да. Буро? Это Буро. Во Владикавказе есть крепость. И И здесь. в Барсуках есть крепость. Да. Тебе встречный вопрос. Почему барсуки это барсуки? Вообще никогда этого не знал. Не Вводятся ли они там или нет, я не знаю. Это не связано с барсуками. Основатель, первый житель Бурсук его звали. Вот как. Ну, встречный. Дахалыш. Дахалыш. Вопрос на ингушскую тематику. Я задам его, если нет, то заменим на английский вариант. Хорошо. Как переводится буро, ингушское слово буро, на русский язык? Владикавказ. Владикавказ, ингуш. Спасибо тебе, друг. Долгих лет тебе. Давай, да. Посмотрел, Понимание. увидел, что мешает, Да, и поехал в и таком же ещё темпе дальше. дощёлкнул. Владикавказ мы называем так, действительно. Да. И это слово, оно имеет отношение непосредственное к этому городу. И в том числе у нас есть еще один населенный пункт, Бурок-Али мы его называем. Так. Вот слово буро, оно переводится на русский Я язык. не знаю. Это слово крепость. А как крепость будет на английском? Давай мы тебе его вот так вот заменим. Касса. Все верно. Сколько президентов было с момента основания республики по сегодняшний день? И есть. Подожди. Можешь перечислить. Их было явно не больше 10. Аушев, Зязиков, Евкуров, сейчас Кальматов. Аушу Руслан, Зязиков Мурат, Евкул Юнусбек и четвертый Калиматов Мухаммед Али. Аушев, Зязиков. Кто там был? этот? Предпоследний. Высокий и... Ну, короче Евкуров. говоря, да, Евкуров и вот Калиматов. 4, да? Сколько у нас было президентов? Было, получается, Руслан Аушев, Мурат Зязиков, Юнус Беков. 3 президента было и нынешний Калиматов. Это с подвохом вопрос? Ну так, плюс-минус. Вопрос с Именно президент. подвохом. Именно президент. Руслан Ауш. Ну, в душе я с этим согласен, но по факту их было больше. Ну смотри, если считать по нынешнего главы, то их 4. Может, было Президента. какой-то... Президентов. Именно президентов. Был еще от Кремля один русский вроде. Не было. Это в Дагестане. Тогда не знаю.
Неправильный ответ, потому что последний разве президент? Статус президента кто имел? Сколько их было? Вот это я не знаю, когда поменяли именование титула, я не знаю, честно. И сколько? 4? 4. Они президентами называются? Вообще нет. Ну, раз ты ответил 4, засчитаем тебе его как правильно. Он президент Калимат? Да. Президент. или глава? Глава президент Савиц. Так. Президентов было 3. Какие? Первый Аушев Руслан Султанович, второй Зязиков Мурат, по-моему, Магометович, и третий Юнусбек Бамадгиреевич Евкуров. Но Нынешнего что ты убрал? он же был потом главой республики и нынешний глава республики. Правильно. Руслан Аушев, Угу, Мурат Зязиков угу. точно были президентами. Да. А вот третий президент, он несколько лет был президентом, потом упразднили этот статус, Получается, поменяли на 3. главу. 3, правильно. Да. Аушев или Зязиков? 2, по-моему. Раньше было. Подожди, при Евкурове изменили, по-моему. Так. 3 Итого. получается. Правильно, молодец. Молодец. Евкуров побывал и в должности президента, и в должности главы. Ага, все, Вот. Чтобы в стране остался один-единственный президент Ага, всё, впоследствии. А теперь чуть посложнее вопрос, тоже связанный с главой. Назови полное ФИО действующего главы Республики Ингушетия. Калиматов. Хороший вопрос. Калиматов Махмуд Али Макшарипович. Правильно. Махмуд Али Макшарипович Калиматов. Правильно. Мухаммед Али Макшарипович Калиматов. Правильно. Магомед Амин? Он обидится? Махмуд Амин. Вахтс. Ну, Эл. Махмуд Эл. Магомед Али. Я не знаю. Полный хатсу, Калиматов, Колсу, отчество хатсу. Калиматов Махмуд Али Макшарипович. Всё правильно. У нас немножко сложностей получается, да, с главами. Юнусбек Бамадгиреевич, двойные. Да, и чем дальше, тем сложнее. Да. Что означает хук в боксе? Хук. Это английское слово, которое перевод, есть ответ на мой вопрос. Хук, может, это прямой удар? Хук. Ну, это удар рукой, а какой именно, я не знаю. Хук. Удар. Какой? Какой-то, я не знаю, левый, правый, что-то там такое. Удар сбоку. Правильно. Это удар. Хук левый. Удар левый. Это может быть и правый, и левый. Хук это прямой выброс с слегка загнутым локтем. И, ну, фактически ответ на этот вопрос есть перевод этого слова с английского языка на русский. Хук. Ну, ты, в принципе, правильно сказал, но это не совсем прямой удар. Но слегка загнутой рукой, то есть замах идет. Крюк. Замах. Крюк. Как переводится хук с английского на русский язык, знаешь? Крючок. Все правильно? Крюк. Вытаскивающий. Боковой удар крюком. Вот так. Боковой удар крюком. Нет? Не прямой. Боковой, наверное. Боковой. А, Боковой крюк. Да, вот так. Да, боковой крюк. Я просто не интересуюсь, просто в принципе выражение хук справа, хук слева это какой-то удар. Какой-то удар. Ну, в целом правильно, да. Давай следующий вопрос. Не будем мы уже разжевывать это. Кем был Уцигмалсык Далгиев? Красавчик. Чем он? И это несомненно. Это я точно не знаю. Ну, слышал, утекмался, но не могу сказать. Ну, примерно знаешь, как выглядит? Если слышал, там, может, на картинках, на картинах в учебнике, в книге, в музее. Нет, даже не представляю. Следующий вопрос, да? Давайте. Слышал такого? Знаешь о таком? Малсик долгие. Одексы хану, маша. Офицер при имперской армии. Какой тогда был император? Александр II. Приближенный был, да. Офицер царской армии. Да.
Про талию тоже, да, есть такой бренд, очень стройный человек. Но Да. чем он знаменит? Кем он вообще являлся? Он был... Статус точно не знаю. Я знаю, что он был в гвардии тогдашнего, скажем так, царя. Александра II. Да. Причем, скажем так, не последним лицом. Точного звания и статуса я не знаю, но знаю, что он был очень, скажем так, авторитетным лицом в этих кругах. Офицером царской армии. Вот, чем он конкретно был известен? Ну вот из народного фольклора я знаю, а вот так о достижениях не знаю. Ну а что из народного фольклора ты знаешь? Ну то, что там был какой-то сходняк князей, но у Ингушей не было князей, и как делегата отправили его, там Отправляли периодически. периодически. Я просто про, Так, про один случай знал. Вот, и там вроде бы как за, назовем это, главный приз, это была дочь князя какого-то кабардинского. но она впоследствии была засватана, но свадьбы не случилось, скажем так. Мгм. Да, все правильно. Чем он один из известных фактов его жизни, связанные с семьей императора? А, Знаешь спасение ее дочери. его? Его. Уцигмал Сагдалгиев, Мандрин Альгиев. Это люди, которых необходимо знать, скажем так, как отче наш. Молодец, молодец. Ну, он был офицером царской армии, если так коротко говорить, Мгм. офицером царской армии, и внес вклад в... Он спас царскую семью от погибели. В частности, дочку Александра II. К сожалению, до Романовых он не дожил. Ну, мы этот выпуск делаем для чего? Чтобы смотрящий, как минимум, в последующем это знал, правильно? Да, да, да. Ты в целом ответил правильно на этот вопрос. Ага. Недавно, я читал в новостях, Российская Федерация заключила торговые отношения с Республикой Саха. Российская Федерация им дает нефть и получает взамен алмазы, и, по-моему, это было золото. Зачем это было делать, если у нас для этого есть Якутия? В целях экономики какой-то, не знаю, экономический ход, может, Ну, политический ход. это однозначно так, но у нас есть для этого целая большая республика Якутия. Ага. Зачем с Сахой заключать? Сахой неправильно говорить, Саха заключать такого рода взаимоотношения. А Это бывает. Республика Саха, она не в составе Российской Федерации? Ну, может быть. Смысл Ну. заключать, если можно просто взять и сделать? Ну хорошо, предположим, что она в составе. Зачем это делать с ними, если издавна мы добываем все эти Не драгоценные знаю, может, в камни? Якутии заканчивается, я не знаю. Ну, как вариант, да? Ну, да. Я без Ну, понятия. Ну, мы засчитаем этот ответ. Ну, не знаю. Но я повторяю, что это вопрос на смекалку. Мгм, ладно. Даже не знаю. Не силен в таких вещах. Золото и алмазы. Как ты и сказал, если есть Якутия, которой можно и нужно даже, скажем так, поставлять эту нефть, без понятия. Ну, окей. Так Саха и Якутия одно и то же. Все правильно. Я знаю ответ. Потому что это одно и то же. Все правильно. Вот зачем было заключать договор с Якутия Республикой и Саха? Саха. Есть, да? Ладно. Ну, вот следующий вопрос, да? Следующий вопрос. Смотри, у нас последний вопрос был в виде задания небольшого. Ага. Если ты скажешь, что лучше его переделать на вопрос, я переделаю. Я просил предыдущих рассказать любую суру, которую они хотят, которую они знают наизусть, которую Ага. считают правильно. Кто-то сказал, что я бы не хотел, потому что произношение и так далее. В таком случае я могу заменить его на вопрос на другой тематике. Хочешь, расскажи суру. Зачтется мне, зачтется ему, что он передает эту информацию. Тем, кто за тобой повторит, и тебе в первую очередь. Ну, давайте я прочитаю. Айт аль-Курси. Давай. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من أجزه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Давай, я сказал. Дал мялях, дал. Берез, как он говорит. Сколько лет
пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, было лет, когда началось ниспослание Корана, и сколько лет ему было в последний момент, когда 40 лет ему закончилось? было, когда началось, и 63, когда наступило время, скажем так, точнее, не наступило время, а когда была ниспослана последняя сура. То есть Коран был закончен. Какая была последняя сура? Ниспосланная? Иза джаа насруллах. Все правильно. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Аллаху акбар. Маша Аллах. А сколько лет было пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, когда началось ниспослание Корана, и сколько лет ему было на момент окончания? 40 и 63. Все правильно. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тойнака аль-каусар. Фасолли ли раббика ванхар. Инна шани'ака хуваль абтар. Маша Аллах, Даларясхал. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Маша Аллах, Даларясхал. Своими впечатлениями можешь поделиться? Как тебе вообще? Все Погода классно. Единственное, нервничаешь, почаще надо. Почаще надо? Да, я думаю. Чтобы справиться с волнением, да? Да. Ты имеешь в виду выступать на камеру почаще нужно? Или Да, выпуск? я не первый раз, но тем не менее, каждый раз как первый раз. Почаще делать выпуски я желаю вам. Намного Постараемся, чаще, чтобы вас звали. Чтобы это не был какой-то коммерческий ход, а прям реально заинтересованные люди вас звали. Даларясхал, Даларясхал, Баркал. Амин, бусу молчи. Что пожелаешь нашему каналу? Давай это Бог вообще. Ватсу Элчага? Вот, вот. Даларясхал, Баркал. Твои пожелания каналу? Понравилось, не понравилось? Что переделать, что поменять? Да нет, все понравилось, интересно. Что пожелаешь? Пожелаю успехов, иншаллах. Пусть Аллах поможет. Вот, побольше вопросов на религиозную тематику. Даларясхал, спасибо большое. Да. Мне очень нравится, что вот такого формата ты съемки ведешь. Особенно вот жду интервью Мосри Евлоева. Мы топим газ по поводу этого, полный газ. Мы очень сильно надеемся, что это произойдет. Все будет нормально. Ну, кое-какие договоренности есть, но пока не на 100%. Будем надеяться, что это произойдет. Понятное дело, что это сразу не будет. Ну, участвовать понравилось. Есть желание Конечно, в да. будущем, может, Да, повторить? почему бы и нет. Да? Все, Даларясхал. Да, сразу. Ассалам. Далее. У нас вопросы закончились. Можешь нашему каналу, себе в том числе, что-то пожелать или обратиться вот к этим ребятам касательно темы вот этих. Ну, критика здравая, мы ее приветствуем. Правильно? Да. Мы ее приветствуем. Здравая критика — это всегда хорошо. А вот по Это поводу стимул для хейта, роста. Я не знаю, что сказать. Встань на наше место, просто скажи. Да, Да. ну, мы открыты диалогу, могут написать Руслану, договориться по поводу записи на любой из наших передач, выпусков. И мы рады всех видеть вот на вот этом вот самом месте. Все хейтеры могут блеснуть своим умом. Все правильно, вот так вот. Да, Рясхал Баркал. Что согласился вообще принять участие. Уважаемые зрители, если у вас есть желание принять участие в нашей рубрике «Эрудиция», напишите мне в личку социальных сетей. Лерхамс. Кстати, хочу в эту сторону. я думаю, что имеет смысл один из выпусков сделать, чтобы Руслан был на этом месте. Ух, я пас. И вопросы будут не такие легкие.